Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. На прошлой неделе мы отметили великий праздник нашей Великой Победы, а по улицам Татарстана, всей России и всего мира прошагал народный бессмертный полк. В Нижнекамске тепло поздравили своих ветеранов, многие из которых работали на градообразующем предприятии «Нижнекамск-Нефтехим». Увы, живых свидетелей Великой Отечественной год от года все меньше, но отрадно, что жива времен связующая нить, а молодежь свято чтит подвиг старшего поколения. Теперь уже даже не дедушек и бабушек, а прадедушек и прабабушек. И главное, наши ветераны окружены заботой и вниманием, и, к слову, в Нижнекамске не только в дни Великой Победы, а постоянно. И это для всех нас позитивный знак. Смотрите в этом выпуске. Живите, радуйте нас и своим примером показывайте, как нужно жить, как любить нашу Родину. С праздником всех! Праздник Победы 2019, как его отметили в Нижнекамске. О праздничных мероприятиях и главных героях праздника в репортаже «Реальной экономики». В минувшем году мы успешно выполнили инвестиционные проекты. Трудились над повышением объемов производства и улучшением качества продукции. С перспективы роста Нижнекамск-Нефтехим подвел итоги работы на годовом общем собрании акционеров. Какие планы на дальнейшее развитие, расскажем. ТАСЭРы как новые точки роста. В столице нефтехимиков обсудили перспективы развития территории опережающего развития страны. Энергетика настоящего и будущего. О чем говорили на энергофорумах в Москве и в Казани. И чем так ценен здесь опыт нефтехимиков Татарстана. Все подробности только у нас. 9 мая – главный российский праздник. Он, если хотите, обладает особыми качествами объединения, гордости и сопереживания одновременно. Удивительно, время идет, одно поколение сменяет другое, а сущность, значимость, величественность праздника Победы, по крайней мере, в нашей стране остаются неизменными. Это праздник на века, на тысячелетия, потому как мы уже отмечали, связь времен не прерывается и свидетельство тому – бессмертный полк. В Нижнекамске, как и во всех городах Татарстана, праздник прошел на одном дыхании, душевно и грандиозно. Тепло поздравила своих ветеранов и всех нижнекамцев компания «Нижнекамск-Нефтехим». – 9 мая в Нижнекамске, как и по всей стране, прошли торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Для Нижнекамск-Нефтехима участие в них уже традиция. В праздничном шествии директорский корпус, профсоюзный актив и работники предприятия во главе с генеральным директором Азатом Бекмурзиным. В таком составе делегация нефтехимиков присоединилась к шествию, которое возглавили ветераны Великой Отечественной войны, первые лица города и республики. Много теплых слов в адрес ветеранов прозвучало со сцены во время митинга. Перед фронтовиками и тружениками тыла с тематическими номерами выступили юные нижнекамцы. После митинга, по традиции, представители организаций и предприятий города, в числе которых Нижнекамск-Нефтехим, возложили цветы к вечному огню. Яркими алыми гвоздиками нефтехимики украсили также памятники Мусе Джалилю и первому генеральному директору химкомбината Николаю Лемаеву. А молодые активисты предприятия в поселке Красный Ключ возложили цветы у памятника советским воинам. Нефтехимики приняли участие и в акции «Бессмертный полк». В теплой и душевной обстановке нефтехимики встретили ветеранов войны и тружеников тыла. За чашкой чая люди, которые подарили нам мирное небо над головой, вспоминали, как добывали Великую Победу. Одну на всех. Эдуард Орлов – ветеран компании «Нижнекамск-Нефтехим». В акционерном обществе он проработал 15 лет. Когда пришла война, Эдуард Михайлович учился в авиационном университете. Войну я встретил ведь в Одессе в 4 часа утра 22 июня. Вот, отца срочно, отец у меня был агентурный разведчик. Он занимался тем, что готовил людей, разведчиков, отправлял на тот за рубеж и возвращал. У нас все связи были.
Сегодня на учете Совета ветеранов акционерного общества состоят 4 участника боевых действий и 139 трудового фронта. Вам огромное спасибо, то, что такой комбинат построили. И Николай Васильевич на вас опирался всегда. У нас, скажем, всегда вы были как на передовицах, как на войне, так в тылу, так и здесь, на строительстве нашего комбината. Такие добрые и теплые встречи Нижнекамск нефтехим проводит ежегодно. Ведь забывать, какой ценой далась победа, нельзя, сколько бы лет не прошло. Это та категория людей, к которым мы с особым трепетом к ним относимся, и не только в день торжества. Это проецируется круглый год. Заботимся о них всегда. Хотел бы поздравить наших ветеранов и пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба всем нам. Продолжилась памятная встреча торжественным концертом. Организовали его работники предприятия и студенты химико-технологического института. К дорогим гостям со словами благодарности обратился и генеральный директор Нижнекамск нефтехим Азат Бекморзин. С большим поклоном я хотел бы, самое главное, пожелать вам всем здоровья, счастья, чтобы вас окружали близкие, ваши родные, чтобы они делали каждый день вашей жизни незабываемыми. Самое главное – здоровье. Живите, радуйте нас и своим примером показывайте, как нужно жить, как любить нашу Родину. С праздником всех! После поздравления руководства концерт продолжился. Артисты, выступающие в этот день, радовали всех собравшихся интересными и красочными номерами. Василий никогда не забывает, поздравляет и день рождения, и юбилей, и больничный. Бываем так не больничный, да, помогает. К празднику уже и продуктовый набор принесли, и деньгами перечислили. Мы очень благодарны руководству химкомбината, руководству олигомеров. У Владимира Матвеевича Акимова сотрудники Нижнекамск нефтехима частые гости. Месяц назад поздравляли его с большим юбилеем – 95-летием. И вот пришли снова, чтобы еще раз поблагодарить за мирное небо над головой и вручить подарки к 9 мая. От имени всего нашего трудового коллектива акционерного общества Нижнекамск нефтехим мы вас поздравляем с наступающим великим праздником. Хотим выразить вам благодарность за тот великий ратный труд, благодаря которому мы все сейчас живем, радуемся и имеем возможность с вами общаться. Спасибо, что вы у нас есть. Ни одна встреча с ветераном не обходится без душевных разговоров. Те непростые годы оставили много воспоминаний в памяти Владимира Матвеевича. Я участник Курской битвы. Сражался под Прохоровкой. Эта битва решала судьбу. Или немцы, или мы победим. Поэтому наши бросили все, что могли. Немцы бросили все, что могли. Но не выдержали. И 12 июля отступили. И больше никогда не наступали немцы против нас. Только оборонялись. А вот еще одна свидетельница войны – Анна Александровна Камзалова. Всегда энергичная и веселая, несмотря на почтенный возраст. Когда началась война, ей было всего 9 лет. Все детство она провела, работая на колхозных полях. Прибежали, нам сказали, что война. По Божьему морозу идет. Я говорю, ну вот. А потом, когда все кончилось, думаю, слава Богу, хоть живые остались. Так вот, очень тяжело, не доведи Бог никому. А это нефтехимики поздравляют ветерана войны Анаса Шафигуловича Хайруллина. Он, как всегда, встречает своих гостей лучезарной улыбкой. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый пожалуйста. Все эти ветераны – бывшие сотрудники Нижнекамск нефтехима. Ни один из них никогда не останется без внимания. Наш нефтехимкомбинат, который такое серьезное внимание относится к ветеранам войны, это, конечно, нам отрадно и приятно, что нас не забывают. Каждый праздник – это есть дополнительный праздник, между прочим. Вот. Приходят, я к ним хожу. Общий контакт хороший. Я доволен. В преддверии 9 мая ветеранам и труженикам тыла нефтехимики по традиции дарят цветы, поздравительные открытки и продуктовые наборы.
Но это еще не все. Сотрудники корабельной рощи Нижнекамск-Нефтехима в этом году посетили сразу нескольких ветеранов на дому, проверили состояние их здоровья. Пожилым людям сделали кардиограмму сердца, измерили артериальное давление, также их проконсультировал хирург. Когда мы часто говорим про Нижнекамск как про главную точку роста в экономике Татарстана, надо понимать, это не просто красивая фигура речи, заученный тезис. Это абсолютно объективная реальность, которая на том же Нижнекамск-Нефтехиме регулярно подтверждается реальными делами, новыми открытиями, производственными успехами. Недавно на предприятии на заводе «Этилена» состоялся торжественный пуск установки экстракции бензола. И надо понимать, это открытие и модернизация абсолютно в духе политики Нижнекамск-Нефтехима, входящего в группу компаний «Таиф», где особое внимание уделяют как новым технологиям, снижению издержек, так и энергоресурсоэффективности. Кроме того, на Нижнекамск-Нефтехиме все меньше хотят зависеть от конъюнктуры цен на внешних рынках. И, к слову, пуск этой установки позволит не только значительно увеличить объемы производства бензола, но и даст возможность полностью отказаться от его приобретения на стороне. Об итогах работы и перспективных планах Нижнекамск-Нефтехима говорили уже на годовом общем собрании акционеров. Подробности далее в нашей программе. Еще одно открытие, очередная новая установка и новая страница в истории Нижнекамск-Нефтехима. На заводе «Этилена» состоялся торжественный ввод в эксплуатацию установки экстракции бензола. Бензол используется в производстве этилбензола, а также стирола. Это важные производные при получении каучуков и полистирола. А это для Нижнекамска ключевые виды продукции. Из полистирола выпускают одноразовую посуду, а также игрушки. Он находит применение в шинной промышленности, строительной индустрии, а также в медицине. Мы с вами запускаем установку, которая позволит нам улучшить свою экономику, улучшить эффективность производства. Это яркий, наглядный пример, как умеет работать Нижнекамск-Нефтехим, слаженно, четко, в сроки. Данный пуск – это лишь один из этапов, который последовательно реализует группа компаний «Таиф» в модернизации производства, в строительстве нового производства. И это позволит более экономически устойчиво стоять предприятию, дальше развиваться, меньше зависеть от внешних рынков. С помощью установки заводчане планируют увеличить объемы производства бензола до 265 тысяч тонн в год. Это даст возможность полностью отказаться от его приобретения на стороне. Строительство новой установки было завершено в конце 2018 года. В марте она была введена на проектную мощность. Новый производственный объект позволит оптимизировать процесс переработки бензолосодержащей фракции внутри производства и снизит нагрузку на другие энергоемкие узлы. Я хотел бы от имени нижнекамцев позволить себе поблагодарить вас за ваш вклад, за ваш труд в развитии не только предприятия Нижнекамск-Нефтехима, нашего главного градобюджетообразующего предприятия, но и развития всей Нижнекамской территории. Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин оценил реализацию и второго важного инвестпроекта на заводе «Этилена». Строительство 2 новых печей пиролиза было проведено в рамках программы модернизации и наращивания мощности производств. Реализация данного проекта позволила увеличить надежность в работе печного блока, а также сократить количество выбросов дымовых газов в атмосферу. Всего на заводе установлено 18 печей пиролиза. 2 новые заменят 4 старые, поскольку обладают более высокой мощностью. Это позволит заводчанам достигнуть мощности производства этилена до 611 тысяч тонн в год. В минувшем году мы успешно выполнили инвестиционный проект. Трудились над повышением объемов производства и улучшением качества продукции. Рыночная капитализация ПАО «Нижнекамск-Нефтехим» выросла на 22,4 миллиарда рублей и составила на конец 2018 года почти 112 миллиардов рублей. Общая выручка от реализации достигла 180 миллиардов рублей, что выше показателей 2017 года на 16%.
На годовом общем собрании акционеров генеральный директор Нижнекамскнефтехима Азат Бикмурзин доложил об итогах работы в 2018 году. Достигнуты рекордные объемы выработки пластиков – 732 тысячи тонн, бутилового каучука – 221 тысяча тонн, бензола – 223 тысячи тонн, пропилена – 307 тысяч тонн и другой продукции. Председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабуддинов отметил слаженную работу коллектива предприятия, дирекции и госорганов. В 2018 году Нижнекамскнефтехим работал в непростых условиях роста стоимости углеводородного сырья. Комбинат попал в такую вилку, в такие ножницы. На сырье вверх, на каучук вниз. Наши основные потребители каучука – серьезные компании с мировым уровнем. Это долгосрочные контракты. С ними, значит, невозможно, не испортив отношений, разорвать контракты, и это смерти подобно. Поэтому дирекция проявила максимум профессионализма в вопросах урегулирования этих всех моментов с тем, чтобы экономически не пострадать. В минувшем году освоен и налажен выпуск 3 новых марок полиэтилена средней плотности, 2 новых марок полистирола для пищевой упаковки, 1 марки бимодального полипропилена и 1 новой марки полиэфира. Совместно с компанией «Линде» Нижнекамскнефтехим приступил к проектированию и разработке проектной документации нового этиленового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год. Размещены первые заказы на оборудование длительного срока изготовления. Эффективная реализация проектов позволяет увеличить вклад Нижнекамскнефтехима в бюджет страны и республики в целом. После завершения годового общего собрания акционеров традиционно состоялось первое заседание Совета директоров в новом составе. Председателем Совета директоров вновь избрали Руслана Шигабуддинова. Также были подтверждены полномочия генерального директора Азата Бикмурзина. На этот год перед предприятием стоят не менее амбициозные задачи. Нижнекамскнефтехим планирует запустить собственное производство метанола. Не так давно было подписано соглашение с датской компанией Хальдер Топсе о строительстве нового производства метанола мощностью 500 тысяч тонн в год. Сегодня Нижнекамскнефтехим – один из ведущих в Европе производителей нефтехимической продукции. Компания выпускает 138 наименований продуктов нефтехимии. Основной продуктовый сегмент – синтетические каучуки, на долю которых приходится 44% продаж продукции. В Российской Федерации ПАО «Нижнекамскнефтехим» второй по величине поставщик пластиков и единственный крупнотоннажный производитель линейного полиэтилена низкой плотности. В плане дальнейшего развития все у Нижнекамскнефтехима стабильно и есть четкая стратегия развития. И эта стратегия неотделима от самого города Нижнекамска. Так уж исторически сложилось, и мы об этом много говорим в нашей программе. Город связан со своим градообразующим предприятием неразрывно. А после получения статуса территории опережающего социально-экономического развития Нижнекамск может получить новый импульс в развитии. Подробности в нашем следующем материале. Нижнекамскнефтехиму важен успех ТАСЭР в Нижнекамске, и не только потому, что нефтехимики, как градообразующие предприятия, кровно заинтересованы в благополучии и стабильном развитии города и его жителей. Для самой компании это прямая выгода. Не все, может быть, знают, но в процессе производства татарстанские нефтехимики используют 90% отечественного сырья. При этом 50% продукции Нижнекамскнефтехим вынужден экспортировать за рубеж. Именно вынужден, потому как, с одной стороны, экспорт в принципе дело хорошее и стабильный источник дохода, с другой стороны, экспорт – это следствие отсутствия внутренних переработчиков. Для примера, нефтехимики экспортируют 83% каучуков. По пластикам ситуация иная. На сегодняшний день мы экспортируем всего 15% пластиков. Из 85% пластиков, которые остаются в России, 34% перерабатываются в Татарстане.
Почему Нижнекамск-Нефтехим ратует за развитие местных переработчиков? Ведь, казалось бы, нарастить экспорт легче всего. Но здесь хорошо понимают, что отгруженная продукция за границу, скорее всего, вернется к нам в Россию уже в виде китайских изделий. Следовательно, прибавочную стоимость на нашем сырье заработают другие компании. Из Нижнекамска, из России уходят не только дополнительные доходы, но и рабочие места. Вот еще почему нефтехимики так горячо поддерживают усилия администрации Нижнекамска по развитию ТОСР. Ведь территория опережающего развития – эффективный инструмент для привлечения инвестиций и поддержки бизнеса. Сегодня перед Нижнекамск-Нефтехимом стоит большая и важная задача построить новый этиленовый комплекс, который будет отвечать всем современным технологическим и экологическим требованиям. В 2023 году мы планируем запустить еще один такой же комплекс, то есть это фактически плюс еще 600 тысяч этилена. И таким образом у нас нарастится производство и каучуков, и бензола, и пропилена. А в 2027 году уже будет трехкратное увеличение производства, то есть плюс еще 600 тысяч тонн. Итого будет 1800. Большую работу компания ведет и по взаимодействию со своими потенциальными партнерами за счет расширения каналов продаж. Чтобы показать прозрачность работы, торгов и выставляемых цен, предприятие использует электронную торговую площадку «Онлайн-контракт». Данный инструмент дает возможность внешним компаниям стать партнерами Нижнекамск-Нефтехима на общих условиях. В части предоставления услуг акционерное общество внедрило выгодные для своих партнеров дополнительные условия по доставке продукции. В настоящее время более 80% товара предприятие поставляет покупателям собственными силами без привлечения грузоперевозочных компаний. Таким образом улучшается качество и сокращаются сроки доставки. Мы видим своей задачей встать на тот путь, который будет вести к стимулированию развития отечественных переработчиков. И предлагаем вам вместе с нами идти в этом направлении. В рамках круглого стола участники форума имели возможность также задать интересующие их вопросы представителям компании «Нижнекамск-Нефтехим». Какие есть программы по взаимодействию с малыми предприятиями? Если вы являетесь производителем каких-то товарно-материальных ценностей, мы с удовольствием работаем со всеми юридическими лицами, со всеми формами собственности, невзирая на величину товарооборота там, или величину там, нашего контрагента, условно говоря. Завершился международный инвестиционный форум пленарным заседанием. Участие в нем приняли первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганеев, руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минулина и глава Нижнекамского района Айдар Медшин. На совещании подвели итоги форума и обсудили вопросы, которые интересовали гостей из соседних регионов. Уверена, что это мероприятие даст толчок для развития не только Нижнекамского ТОСР, но и ТОСР других на территории Татарстана. Развитие новых производств, больших, малых, средних, все направлено на человека. Совершенно точно вы спросили, что для человека это принесет. Это принесет рабочие места, это принесет добавленную стоимость, это принесет социальные проекты, которые посредством вхождения новых бизнесов. Итогами форума стали 23 подписанных соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на сумму 2,5 миллиарда рублей. Всего участие в мероприятии приняло более 1000 человек. Нижнекамск-Нефтехим идет четким путем модернизации. И это касается не только внедрения новых технологий, обновления действующих производств, но и такого ключевого аспекта в деятельности любого нефтехимического предприятия, как энергоэффективность. Какие мероприятия в этом направлении реализуют татарстанские нефтехимики, можно было воочию увидеть на энергофорумах в Москве и в Казани. ПАО «Нижнекамск-Нефтехим» традиционно принимает участие в международной ежегодной выставке «ТЭК России в 21 веке», которая проходит в Москве. В этот раз компания представила вниманию участников форума стенд со своими лучшими разработками по энергосбережению. Проекты Нижнекамск-Нефтехима всегда с интересом изучаются партнерами и коллегами по сфере деятельности. Я знаю, что в Нижнекамск-Нефтехим прошла большая модернизация, что сегодня появились новые продукты, новая линейка, и компания растет. И то, что она ежегодно находит здесь партнеров, клиентов, это тоже очень важно.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно выполнены 3 программы энергосбережения. Внедренные в их рамках мероприятия позволили уменьшить затраты на приобретение энергоресурсов со стороны, постоянно снижать их расход на единицу выпускаемой продукции. Сейчас реализуется уже 4-я программа энергосбережения до 2020 года. Сейчас действует программа по замене станций щитов управления на более современные щиты управления. Также на Нижнекамскнефтехиме идет модернизация систем освещения с переходом на светодиодные светильники. И еще есть программа по возврату конденсата на Нижнекамскую ТЭЦ-1. Она сейчас успешно выполняется. Опыт Нижнекамскнефтехима по энергосбережению очень заинтересовал участников форума в Москве. Насколько я помню, это самая первая компания, которая внедрила эту систему энергоменеджмента на своем предприятии. То есть очень передовая компания, стремящаяся к инновациям, ко всему новому, то, что поможет, да, и улучшить операционность, деятельность компании, эффективность вообще производства. Энергоэффективные подходы в производственном процессе, различные мероприятия по энергоресурсосбережению для татарстанских нефтехимиков – это не дань моде, а жизненная необходимость, которая позволяет предприятию сохранять позиции одного из лидеров отрасли в России. На международном энергофоруме в Казани генеральный директор компании Азат Бикмурзин доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову и заместителю министра энергетики России Антону Инюцину, как идет внедрение программы энергоэффективности на предприятии. Какой эффект это дает? Ну, например, за прошлый 2018 год порядка 180 миллионов рублей составил экономический эффект. Снижение энергозатрат, снижение платежей за потребленные энергоресурсы и снижение отрицательных воздействий на окружающую среду. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.